Одиночная гора Таратау, большой барьерный риф в Австралии и первое месторождение Башкортостана. Что у них может быть общего? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте изучим каждый из этих объектов. Я стою у подножия горы Таратау, и она сформировалась в 5 этапов. Сначала, 450 миллионов лет назад, образовался древний Уральский океан. Затем, 290 миллионов лет назад, континенты начали сходиться, и океан превратился в небольшое море, на шельфе которого образовались рифы, аналоги современного большого барьерного рифа на восточном берегу Австралии. 250 миллионов лет назад континенты окончательно столкнулись, и образовались Уральские горы. Море полностью исчезло и пересохло, и вокруг этих рифов выпали в осадок отложения гипсов и солей. Но 5 миллионов лет назад блок, где находился в том числе риф Таратау, был поднят тектоникой на поверхность. Благодаря выветриванию и эрозии гипсы и соли разрушились, а более прочные известняки горы Таратау остались. Теперь давайте разберемся, как образовался большой барьерный риф Австралии. Всем привет, Исхак! Спасибо, что пригласил меня поучаствовать в этом видео. Я Дарья, нахожусь в Австралии, Брисбен на заднем фоне, и хотела бы рассказать про некоторые особенности геологии этого региона. Нахожусь вместе с видом на Тихий океан, вы можете увидеть его в окне. Если мы продолжим движение на север, то это место, где расположен Великий барьерный риф. Это уникальное скопление кораллов, которое находится на глубине, на дне океана, имеет уникальную структуру, и эти кораллы напоминают нашу гору Таратау. Именно так гора Таратау выглядела 280 миллионов лет назад. Большую часть времени Австралия была слишком холодной, чтобы там могли расти рифовые организмы, потому что они очень любят теплое мелководное море. Но 66 миллионов лет назад Австралия откололась от Антарктиды и начала двигаться на север, благодаря чему климат там стал гораздо более теплым и появились отличные условия, чтобы рифовые организмы росли на мелководье. А как же связано первое месторождение нефти в Башкортостане с горой Таратау и большим барьерным рифом в Австралии? На самом деле, первое месторождение нефти в Башкортостане, Ишимбайское, тоже находится в рифе, только в погребенном. Он одного возраста с горой Таратау, но просто в отличие от нее он не был поднят на поверхность. Благодаря данным геофизики, а также современному программному обеспечению, мы видим на глубине рифы, подобные горе Таратау. Некоторые из этих рифов содержат в себе нефть, поэтому понимание законов их образования и строения с помощью современного программного обеспечения позволяет находить месторождения. Развивайте цифровые навыки, изучайте нашу планету и любите геологию.